стартовала 9-я Всероссийская летняя универсиада. Некоторые соревнования уже начались и идут в Салавате, Уфе и Новоабзаково. О том, сколько спортсменов выступят и в каких дисциплинах, узнаем в программе интервью. И гость сегодняшней нашей студии Эльза Карамурзина, заместитель министра спорта Республики Башкортостан. Здравствуйте, очень рады вас видеть. Эльза Акрамовна, расскажите, что же за универсиада проходит, сколько все-таки спортсменов, в каких дисциплинах они выступят. Такой как бы общий пресс-релиз. Действительно, в этом году мы принимаем масштабное мероприятие. Это у нас Всероссийская летняя универсиада. Запланировано у нас участие около 3000 студентов, спортсменов. Мероприятие у нас пройдет 16 июня, проходит уже с 16 июня по 26 июля в городах Салават, Уфа и в Белорецком районе Новоабзаково. Как республика готовилась и вообще впервые ли мы принимаем или уже когда-то, в какие-то годы, несколько лет назад республика принимала подобные турниры именно в универсиаду? Универсиада у нас проходит всероссийская не впервые. Зимой этого года мы в республике провели первый этап соревнований по биатлону всероссийской зимней универсиады. Ну и кроме того, нам доверили торжественно открыть зимнюю универсиаду у нас на спортивном оздоровительном комплексе «Биатлон». Вообще, насколько это значимо для республики, насколько это важно, как-то освещается ли это в СМИ, в России? Да, конечно, это очень значимое мероприятие, тем более учитывая, что принимают участие молодежь, студенты. И кроме того, задачи у нас очень масштабные данной универсиады. В первую очередь, это продвижение принципа здорового образа жизни среди молодежи. Это привлечение к занятиям спортом, физической культуры наших студентов. Ну и, конечно же, это популяризация летних видов спорта. Старт соревнований уже был в Салавате, именно там, да, было открытие. Расскажите, как все прошло и какие виды спорта уже провели там, как выступили наши спортсмены. Расскажите, что уже показал Салават. Действительно, 16 июня у нас в Салавате прошло торжественное открытие универсиады. Участвовали у нас те спортсмены, те студенты, которые приехали соревноваться именно в городе Салавате. И хочется сказать, что, пользуясь случаем, вот, сегодня я хочу поздравить команду по гандболу Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы, которая заняла в данном виде спорта 3-е место. Соревнования у нас прошли на спортивном комплексе «Нефтехимик» по видам спорта гандбол, шахматы, настольный теннис и волейбол. Остальные виды, а их у нас 14 заявлено на универсиаде, они у нас состоятся в городе Уфе. И один из видов, это спортивное ориентирование, у нас пройдет в Новоабзаково, в Белорецком районе. Сейчас вы сказали, что гандболисты сумели занять 3-е место. По остальным видам спорта, которые перечислили, не поздравляли башкирских спортсменов. То есть, я так понимаю, в тройку призеров они не попали. Значит ли это, что такая конкуренция очень значимая и не просто спортсменам выступать и действительно попадать в эту тройку? Да, действительно, конкуренция очень высокая. У нас принимают участие практически все вузы со всей нашей большой страны. Подготовка различная. Есть те вузы, которые на сегодняшний день готовятся целенаправленно, скажем, да, для того, чтобы принять участие в универсиаде. Но я хочу сказать, что и наши вузы, одни из сильнейших, у нас принимают участие 5 вузов нашей республики. Это у нас аграрный университет, это педагогический университет, нефтяной университет, это у нас университет, Уфимский университет науки и технологий, и у нас юридический институт. Салават уже показал, как может принимать гостей спортивных. Впереди на очереди Уфа. Вот в Уфе стартуют соревнования. Расскажите, с каких соревнований начнется универсиада в Уфе? Какие виды спорта, может быть, примет Уфа? Сколько комплексов было подготовлено? Да, у нас действительно Уфа уже приняла. Первые соревнования у нас прошли по плаванию. Ну и кроме того, у нас будут командные игровые виды спорта. Это и волейбол, и мини-футбол. Кроме того, я хочу сказать, что у нас в Уфе задействовано 4 объекта спортивных. Это у нас Центр спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. Это у нас спортивная школа 32-я, 5-я школа-интернат спортивного профиля и стадион «Динамо», где у нас пройдет
вид спорта регби. Также примут соревнования еще и Новоабзаково, там пройдет спортивное ориентирование. Как-то общаетесь ли вы с представителями местной администрации, узнаете ли, подготовили ли они там трассу, может быть, все остальное? Да, конечно, конечно, мы общаемся и с администрациями тех муниципальных образований, где у нас проходят соревнования. В первую очередь, конечно же, я хочу сказать о том, что и Министерство спорта, и администрации городов и Салавата, и города Уфы, и также Белорецкого района, руководители спортивных учреждений приложили все усилия для того, чтобы спортивные соревнования прошли на высоком организационном уровне и, конечно же, создали комфортные условия для того, чтобы провести соревнования. А кто может участвовать? Это только, понятно, что это студенты, но если это студенты-профессионалы, они допускаются, то есть это любители, вообще взрослый разряд или юношеский, кого допускаете? Здесь у нас без ограничений участвуют все студенты, которые обучаются в ВУЗе. И, конечно же, я хочу сказать о том, что у нас в ВУЗах только приветствуется, когда студент или абитуриент после спортивной подготовки поступает на учебу именно в ВУЗ. И их действительно привлекают для того, чтобы они защищали честь университета или института. То есть, если мы на этой универсиаде увидим, например, представителя или даже призера первенства страны по какому-то виду спорта, удивляться не стоит. Абсолютно. Вполне может быть. Да, да. Вообще, как обычно, на универсиаде выступают башкирские спортсмены, представители вузов, команда, потому что не все виды спорта наверняка могут показать себя. Вот вы сейчас говорите только пока гандбол, а в каких еще видах спорта республика сильна? Может быть, это борьба, что-то другое? Перечислите. Вообще я хочу сказать о том, что у нас действительно вузы очень спортивные. Действительно, наши студенты активно принимают участие в защите чести, спортивной чести своих вузов. У нас у лидеров, например, Башкирский государственный медицинский университет, где развиваются также и очень редкие виды спорта, например, как масс-рейслинг на сегодняшний день, да, то есть он молодой вид спорта у нас в республике, но студенты очень увлечены данным видом. Кроме того, у нас крикет очень активно развивается в медицинском университете. Один из лидеров у нас также в спортивной подготовке своих студентов, это у нас аграрный университет. Там, конечно же, в основном это командные виды спорта, национальные виды спорта. А вот если брать прошлый год или даже позапрошлый, республика все-таки по регионам примерно в десятку входит, в пятерку, в тройку лучших? Я бы сказала, что, наверное, в пятерку лучших входит, потому как я уже говорила до этого, я еще раз повторюсь, у нас очень высокая подготовка студентов, спортсменов в вузах нашей республики. Ну и кроме того, я хочу сказать, что у нас в республике ежегодно проводится универсиада по зимним и летним видам спорта на Кубок главы Республики Башкортостан. Также у нас активно принимают участие все вузы республики и все филиалы данных вузов. А что вообще дает для участников участие в универсиаде? То есть это просто престижно или, может быть, я не знаю, какие-то баллы и потом на экзаменах проще ребятам? В связи с тем, что это все-таки соревнование, конечно же, это победа, это лидерство. Ну и кроме того, благодаря вот таким вот соревнованиям мы формируем резерв для участия в мировых, европейских, всемирных соревнованиях для студентов. Вообще, будет ли у участников какая-то, может быть, экскурсия, мастер-классы? Есть ли у них время посмотреть республику, города? Вот пусть будет, например, Уфа, Салават. Да, мы предлагаем экскурсии, но учитывая, что очень напряженный график у наших спортсменов, желающие могут посетить в рамках экскурсии город Уфу, посмотреть все наши красоты. Я думаю, что желающие будут. Вообще нужно будет зрителям сказать, что на самом деле в универсиаде очень насыщенные и интересные дисциплины. Даже вот регби-7 сейчас проходят тренировки, готовятся команды, это и спорт, ориентирование. К этому мы вернемся позже. Сейчас вообще хочется узнать, кроме универсиады, так, мы много поговорили про универсиаду, что еще в республике, какие мероприятия будут в ближайшее время, к чему стоит готовиться? Да, у нас в октябре месяце в республике пройдет
значимый большой форум. Это у нас международный форум «Россия – спортивная держава». Об этом было объявлено президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в прошлом году в рамках «Россия – спортивная держава» в городе Перми. Мы ожидаем прибытия 5000 участников данного форума. У нас будет большая деловая программа. Кроме того, у нас состоятся спортивные соревнования. Также мы предложим культурную программу. А если сказать о мероприятиях, которые чуть менее значимые, впереди День физкультурника, что еще? Да, и пользуясь случаем, я хочу пригласить жителей города Уфы, республики, принять участие в Дне физкультурника, который пройдет 8 августа на базе Центра спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. Мы предложим спортивную программу, досуговую программу, культурную программу, а также программу, связанную с популяризацией спортивных школ «Приведи ребенка в спорт». Поэтому родители могут приходить с детьми и выбрать те виды спорта, которые они далее уже будут посещать и заниматься этими видами спорта. О том, что Уфа примет форум «Россия – спортивная держава», стало известно в октябре прошлого года, когда об этом объявил Владимир Владимирович Путин. Сразу ли республика стала и Уфа готовиться к этому мероприятию? То есть получается, что подготовка идет уже год. Да. Да, мы готовимся, сейчас очень активно идет подготовка. Я хочу сказать о том, что данный форум пройдет на базе нового центра борьбы, который сейчас у нас достраивается. Мы его открываем, и далее уже на этой базе мы проведем наш международный форум. Ну что же, соревнования продолжаются, универсиада в полном разгаре, так же, как и спортивный сезон. Я напомню, в программе интервью была Эльза Карамурзина, заместитель министра спорта Республики Башкортостан. Спасибо вам большое и добрых встреч.